Как избавиться от храпа с помощью эфирных масел. Всем привет-привет! Вы на канале Ароматные посиделки с Валентиной. И сегодня у нас животрепещущий такой момент, тема животрепещущая. Как избавиться от храпа и вообще можно от него избавиться? И почему люди с возрастом начинают храпеть? Что же, собственно говоря, происходит? Есть легенды, что с возрастом у людей часто начинает шалить сердце, поэтому они храпят. Ну и там всякие такие разные легенды. Но вообще все настолько просто, но нельзя. И суть храпа с возрастом вот в чем. Тонус сосудистый, тонус мышечный с возрастом что? Становится слабее. И мышцы неба, ну то же самое, поддерживающие небо, они тоже становятся со временем немножко дряхленькими. А плюс к этому по жизни мы с вами накапливаем различного рода бактерии, вирусы, грибы в носоглотке. И они еще больше усугубляют это состояние. Они делают слизистую более рыхлой. Мышцы более расслабленные. А когда человек спит, они вообще расслабляются. И что? Мы вдыхаем, и они вибрируют. Мы выдыхаем, они тоже вибрируют. И получается храп. Не храпел муж. И тут вдруг, через 20 лет совместной жизни, он начал храпеть. Почему больше мужчины? Ну, потому что они иногда выпить любят больше, чем женщины, слава богу, покурить и так далее. То есть это тоже откладывает свой отпечаток на сам процесс храпа. Итак, что мы с этим будем делать? Вообще-то это не так сложно, если честно. В моей коллекции, к моей пасте зубной, я вам показывала ее в предыдущем видео, есть вот такой лосьон, ополаскиватель для полости рта. Он уже готовый, у него такой же состав, как и пасты, то есть здесь тоже есть эфирные масла, 5 капелек на стакан воды и обязательно там, хотя бы днем, в течение дня прополаскиваем полость рта и перед самым сном, когда вы уже не будете кушать, не пить ничего, то есть вот уже в лёжку все, пошли, пополоскали и спим. Ну, как правило, в течение 10 дней небо подтягивается, слизистая становится не такой рыхлой, и храп уходит сам по себе. Но не у всех это есть, у меня есть, но если захотите, у вас тоже будет. Как нам обойтись, если мы принципиально хотим использовать только эфирные масла? Я, между прочим, это приветствую, принципиально. Итак, какие масла мы будем использовать? Что мы сделаем? Лучше всего сразу сделать вот типа вот такой смеси, для того, чтобы это использовать, ну, не каждый раз капать. Но можно и каждый раз капать. Хотя вот на стакан воды это будет многовато. Но ничего, я вам все равно расскажу. Так, какие масла мы будем с вами использовать. Конечно, чайное дерево, потому что нам надо убирать инфекцию. Следующее. Масло герани. Оно нам помогает тоже убирать любую инфекцию. Ну и всем известно, что масло эфирное герани, масло ухо, горло, нос. Поэтому если есть какие-то проблемы, хронические танзелиты, риниты и так далее, мы эти проблемы по пути с вами решаем. Ну и, конечно же, как мы обойдемся без масла гвоздики. Гвоздика – это маселка, так и называется, стоматолог. Вот мы сразу все моменты свои и решаем. И ухо, горло, нос у нас, и стоматолог у нас, и антисептик. И все вот с самыми показательными свойствами. Итак, на стаканчик воды мы берем немножечко соли. Вода тепленькая, комфортная, не холодная, не горячая. Комфортная температура чуть теплее, чем комнатная, то есть где-то 27 до 30 градусов. Немножечко соли и капаем по одной капельке этих маселок. Идем и полощем свой ротик перед сном.
ложимся спать и благополучно себе спим. Все эти масла, в принципе, вкупе дадут еще очень хороший положительный эффект на сон. То есть сон ваш будет глубокий, спокойный. Чайное дерево и герань позволят хорошо расслабиться, дадут хороший успокаивающий эффект, и вы будете спать спокойно и не храпеть, чего я вам от души и желаю. Спите спокойно, дорогие товарищи, не храпите в том смысле, что... И что, до новых встреч на канале Ароматные посиделки с Валентиной. Пока-пока.